В глубоком скорбном молчании с самого утра люди поднимались к Владиславу Арзенба. Цветы к его могиле возлагают представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. Все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившем родину и посвятившем служению ей всю свою жизнь. Владислав Григорьевич был настоящим патриотом Абхазии. Пройдя вместе с народом через самые сложные испытания, политик сыграл выдающуюся роль в истории своей страны. Stachem zigerte, sirpertidot, htorach yaznejna, saraswal, esnaik sarasajin, sasson esnaik. «Свобода обсна – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Арзенба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. В самое тяжелое время Арзенба стал вдохновителем для всего абхазского народа. Следуя его зову, люди обретали смелость, шли вперед и прорывали осаду метр за метром, освобождая родину от оккупантов во время Отечественной войны народа Абхазии. Время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила: «Встаза расиху псадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Лица людей пронизаны неподдельной болью и тихой гордостью. Гордостью за того, кто подарил им надежду, кто стоял на страже нашей Родины, когда казалось, что весь мир против нас. Слезы стучат в сердце, но никто не отводит взгляда, потому что помнить значит жить. А Арзенба жил в каждом вздохе, в каждом бьющемся сердце Абхазии. Сегодня знаменательный день в истории Абхазии. Сегодня юбилей поистине великого человека, который проложил дорогу для нашего народа. Эта дорога была полита реками крови в свое время. Мы прошли через это. С его именем мы шли в бой. С ним были связаны все наши надежды и до сих пор связаны. Несмотря, что его физически с нами нету, но дух его всегда был, есть и будет рядом с нами. С каждым годом время отдаляет нас от эпохи Владислава Арзенба. Однако человеческая память заботливо хранит имя того, кто отдал жизнь служению Родине, народу справедливости. Из поколения в поколение мы всегда будем говорить «наш Владислав», подразумевая одного единственного. Вообще, честно говоря, с гениальным человеком, уникальным в своем роде, но героем. Героем, скажем, таким, знаешь, во многих направлениях, честно говоря. И герой, как говорится, мирной жизни, и герой военной жизни. В принципе, очень часто ассоциируется он как бы с отцом, что ли. Во всяком случае, мы всегда его старались слушать и делать так, как он говорит. Ну а так, конечно, это, в принципе, славная, да, личность и трагедийная личность. Наверное, так, было суждено, что он свою жизнь отдал. В моем сердце, в моем сознании вообще он легендарный человек. Владислав Арзенба пришел в политику из науки. Он достиг больших успехов в изучении древних народов в Малой Азии, в частности, исчезнувших хетов. По его признанию, он не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займется политикой. Однако бурный исторический процесс, захлестнувший Советскую империю, а вместе с ней и Абхазию, распорядился по-другому. Точкой
точкой отсчета политической деятельности Арзенба стало выступление на съезде народных депутатов СССР. Его знаменитая речь о положении в Абхазии взволновала тогда очень многих людей. Интересен тот факт, что перед съездом партийная иерархия делала все, чтобы Владислав не выступил и не обижал грузин. А те, в свою очередь, воспользовавшись его отсутствием, убрали в зале табличку «Абхазия». Владислав все вернул на место и выступил, несмотря ни на что, потратив времени ровно столько, сколько было отведено регламентом. Говорить в прошедшем времени о Владиславе Арзенба сложно. Так признаются его близкие, друзья и соратники. Для них он всегда остается живым, настоящим, неотъемлемой частью их жизни и судьбы всего народа. Я помню первый раз, когда он прилетел в Абхазию, я встретил его в аэропорту. Ну, я тоже молодой был, подъехали на машине, там вся правительство была, Борис Викторович Адлеба. И вышел такой молодой, помню, портфель держал, и идет, поздоровался со всеми, и Борис Викторович представляет меня, говорит, это, говорит, ваш водитель, это ваша машина. С первого дня такое впечатление осталось, что сразу видел, что добрый человек, и вижу, что у него на лицо было все написано. И вот мы приехали домой к нему, и с этого дня проработал почти 15 лет Владислав Григорьевич. А дальше началось самое страшное. Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война 1992 года, которую возглавил Арзенба, стали тяжелейшим испытанием для абхазского народа. Владиславу Арзенба приходилось работать на пределе физических сил. Каждая неудача и каждая смерть болью отзывались в его сердце. В условиях войны в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Ему приходилось планировать военные операции, находить вооружение для продолжения войны, решать вопросы обеспечения тысяч беженцев. И несмотря ни на что, он упорно вел народ к победе. Во время войны он знал, что за ним пошли народ, и я всегда рядом с ними был, и он каждую ночь, каждый день переживал. Если, не дай бог, кого-то убили, он ночью не спал, он ходил целую ночь, переживал. Были такие моменты, со мной вдвоем, и он говорит, Сосо, что делать? Очень трудно, весь мир с нами воюет. Что нам делать? Думаешь? Я говорю, Владислав, не переживайте, победа будет за нами. Это я всегда ему поддерживал, как мог. Он один был, но очень трудно было. Я вчера смотрел отрывки интервью Караулова. И я смотрел, и тогда тоже мы там находились. И он был уверен, что все равно мы победим. На протяжении всех лет к мемориалу памяти в Ишере не зарастает народная тропа. Это говорит о том, что люди осознают роль первого президента и дают оценку тем усилиям, которые были проделаны Арзенба для свободной жизни будущих поколений. Цветы возлагаются к мемориалу словно молчаливое обещание не забывать никогда, словно символ того, что эта любовь и благодарность будут вечными. Минуты молчания растекаются, как река времени, объединяя прошлое и настоящее, заставляя каждого почувствовать себя частью великой истории, которой он гордится. Очень добрый, очень человеческий, всегда навстречу все делал нам. Добровольцы у меня были 280 человек, и всегда с ними, как одну семью, вот так решили все вопросы. Владислав Арзенба навеки в памяти народа Абхазии. Его дело будет продолжено, а новые поколения должны быть достойны его подвига, уверен президент Бадрагунба. Сегодня действительно историческое событие связано с именем первого президента нашей страны, основателя нашего современного государства, человек, который приложил весь свой опыт, профессионализм, душу, сердце ради становления, сохранения собственного народа, многострадального народа Абхазии, который веками боролся за свою независимость и жить свободно на своей земле. Владислав Григорьевич Арзенба навеки останется в сердцах нашего народа. И я уверен, что его дело продолжит многие поколения нашей страны. У меня ответственность
перед нашим главнокомандующим Владиславом Григорьевичем Арзенбо, зная и понимая тот путь, который он пронес через свою жизнь, это, безусловно, великий подвиг. И мы будем стараться соответствовать этому подвигу. Музей Владислава Арзенба будет создан в селе Нижняя Ишера. Президент Бадрагунба отметил, что музей должен был стать частью мемориального комплекса первого президента Республики Абхазия, но так и не был построен. Могу проинформировать вас о том, что я уже в качестве президента принял решение продолжить строительство музея, который по проекту должен был здесь появиться еще несколько лет тому назад. Мы приложим все усилия, чтобы этот комплекс был полноценный, чтобы каждый, кто пришел поклониться нашему президенту, имел возможность соприкоснуться с артефактами, с теми вещами, книгами, историческими событиями, которые он пронес через свою жизнь. Каждый шаг по этой дороге тяжел, словно несет на себе груз всей истории, всего пути свободы и борьбы, который прошел наш народ под мудрым и сильным руководством первого президента. Память о великом Владиславе остается с нами навсегда, как звезда, которая светит даже в самой темной ночи. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.